Поэтому, будучи в Советском Союзе, мы приняли свободных выборов в тот период, избрали власть, президента, парламент, все структуры власти суверенного независимого государства. А когда Советский Союз рухнул, мы из него одной из первых республик Советского Союза вышли со всеми этими атрибутами и сразу приняли Конституцию в международном правовом поле. То есть как мы практически другим не удалось. Мы одни из первых вышли из Советского Союза как независимое суверенное государство, как полагается с точки зрения международного права. А нам препятствуют, мы боремся. Мы боремся на Западе, мы боремся по всему миру, мы говорим о наших принципах, и нам в этом смысле поддержки нету, особой нету. Украина сейчас сделала, Грузия это сделала тогда, потому что они понимали тоже, что это такое. Вот мне кажется, вот в этом направлении я хочу сказать нашей молодежи, кегенахи, не дайте обмануть и здесь. Не слушайте те, которые говорят, там ходят, не имеют никаких полномочий, айдл ума даться, айдл дошду, айдл дацаста гваля, ицте гваля, волшу. От нашей власти, которая избрана в 1997 году на очередных выборах, и было, значит, эти выборы были признаны ОБСЕ, то есть 57 государств мира, которые они подтвердили, что эти выборы были законными. Эти выборы поддержал, даже признали и Ельцин, они. Но они потом заблокировали, подписали даже, когда договор о мире, этот договор о мире Чеченская республика тогда ратифицировала. А вот Дума российская, ни Ельцин не подали на ратификацию договора. У них другие были планы. И они пошли снова на нас, и снова убивали, снова уничтожали нас. Поэтому мы имеем, я убежден, что наши люди, которые находятся там, в оккупированной Чечне, и за рубежом, прекрасно понимают, что это такое. Мы не за то, чтобы, мы не алчны, мы не то, что на нас хотят навесить. Нет, это не так. Это не так, это не было так. То, что они наговаривают на первого президента, на второго, на других, это тоже не так. Да, ошибки были. Но эти ошибки, у нас в Конституции прописано, что все те решения, которые сделаны, скажем, против существования нашего государства, наши линии не имеют юридической силы. А раз это так, мы можем отмахнуться, сгрести с стола вот эту всю грязь и дальше идти на основе нашей Конституции, на основе декларации нашего государства, которая приняла, значит, которая была принята нашим народом, собравшимся со всего мира, от каждой 1000 человек один делегат. Это был референдум нашего народа со всего мира. Это был референдум. И там было принято решение, и там как раз выступал генерал Дудаев тогда, и потом он уехал к себе на службу, где он в Эстонии возглавлял этот атомный, или как его, летный стратегическую дивизию с атомным вооружением. Он уехал туда. А когда был избран этот исполком, то тогда в этом исполкоме оказалось несколько движений. Это вот эти прокоммунистические деятели, противники и другие, значит, которые разные. И они почти 2 с лишним месяцев не могли избрать всего председателя. А в этих разных там книгах, статьях пишет, что Жагар Дудаев, это он, мол, его прислала КГБ. Нет, никто его не присылал, он уехал назад. Он когда уехал, эти не могли месяца 2 с лишним избрать председателя исполкома, и в конце концов от усталости, как говорится, они не знали, что делать, они решили, вот этого генерала надо пригласить. И они поехали, представители этих 3 или 4 сторон, поехали к нему и пригласили его возглавить этот исполком. Он, так как он был патриот своего народа, потому что он понимал это, он вернулся и возглавил этот исполком. Так что вот эти сказки, которые там вот рассказывают, вот его там прям его избрали, его там какой-то за руку привел, там кто-то рассказывает. Это все басни, ничего этого не было.
Я